Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Хангаласском районе задержан браконьер. Незаконная добыча сибирской косули была выявлена в ходе профилактического рейда. Полицейские обнаружили свежевыделанную шкуру, копыта и субпродукты животного у охотничьей заимки. Нелегальным охотником оказался 49-летний местный житель, который пояснил, что отстрелил животное в 14 километрах от села Булганяхтах. В ходе дальнейших мероприятий у злоумышленника изъято незарегистрированное ружье 12-го калибра. Отметим, что стоимость самца сибирской косули оценивается в 120 тысяч рублей, а самки в 200. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». В Нерюнгринском районе полицейскими раскрыта кража 96 тысяч. С заявлением обратился 69-летний житель районного центра, который сообщил, что из его квартиры пропали деньги. Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказался безработный 28-летний местный житель. Как выяснилось, молодой человек проживал в квартире своей знакомой, которая расположена напротив квартиры заявителя. Потерпевший подрабатывал водителем и уезжал в долгие рейсы, поэтому просил свою соседку приглядывать за домом в свое отсутствие. При этом он оставлял ключ в шкафчике на лестничной площадке, и подозреваемый об этом знал. Перед очередным рейсом подозреваемый услышал разговор потерпевшего со своей знакомой, в котором он говорил о деньгах, хранящихся под матрасом кровати. А так как он испытывал материальные трудности, то у него возник преступный умысел. Зная, что потерпевшего нет дома, злоумышленник взял из шкафчика ключ, зашел в квартиру и похитил деньги. Затем он закрыл квартиру и положил ключ на место. В этот же день он съехал от своей знакомой, так как боялся, что когда вернется хозяин похищенных денег, то его сразу заподозрят. За несколько дней подозреваемый успел потратить на личные нужды 36 тысяч рублей. Остальные 60 тысяч рублей в настоящее время возвращены потерпевшему. А прокуратура Мирного выявила нарушение законодательства о закупках. В прошлом году администрацией города было заключено 2 контракта, однако отчеты об исполнении были размещены с нарушением сроков. По результатам проверки в адрес главы муниципального образования внесено представление, а в отношении заместителя руководителя контрактной службы администрации района возбуждено дело об административном правонарушении. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности и штрафу. А в Ленске 19-летний местный житель пойдет под суд за то, что обналичил средства с чужой банковской карты. Прокуратура Ленского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража чужого имущества с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. По версии следствия, обвиняемый, используя не принадлежащую ему банковскую карту, зная, что на счете карты имеются денежные средства в сумме 9 тысяч рублей, обналичил их с использованием банкомата. Таким образом, совершил хищение чужого имущества. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. И к финалу республиканского блока еще одна информация от полицейских, на этот раз более приятная. Министерство внутренних дел совместно с Общественным советом при МВД объявляет о старте регионального отборочного этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». В создании тематических поделок, посвященных сотрудникам органов внутренних дел в период Великой Отечественной войны, могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет. Игрушку можно сделать из любого материала – текстиля, дерева, полимерной глины и другого сырья. Главное, чтобы поделка отражала образ сотрудника любого подразделения полиции. Участкового, сотрудника ГИБДД, кинолога, эксперта-криминалиста, сотрудника ПДН, следователя и так далее. Представители Общественного совета выберут лучшую работу, которая представит республику уже на федеральном уровне. Заявки принимаются до 8 мая. По всем вопросам можно обращаться по телефону в код города Якутска 45 44 19, код города Якутска 45 44 19. К международным происшествиям экс-президент Перу Алан Гарсия покончил с собой во время ареста. Его подозревали в коррупцию. Он отрицал все обвинения. Рассказывает Татьяна Гамозова.
Бывший президент Перу Алан Гарсия покончил с собой при аресте. В среду полицейские попытались арестовать его в собственном доме. Политика подозревали в коррупции. Гарсия, которому было 69 лет, выстрелил себе в голову. Хотя его тут же госпитализировали, он впал в кому, спасти его не удалось. Сторонники политика собрались у здания больницы, куда его отвезли. Известие о его смерти вызвало бурю эмоций. Люди едва не прорвали оцепление. Алан Гарсия дважды занимал пост президента Перу с 1985 по 90 год и с 2006 по 2011. Его подозревали в получении взяток во время второго срока за помощь в получении контрактов на строительство метро в столице страны Лиме. Имя Гарсии связывали с бразильской строительной компанией Одербрешт, которая призналась в мошенничестве. Сам бывший президент все обвинения отрицал. На этом пока все. Берегите себя.